Доброе утро! В эфире телеканалов Якутия-24 и НВК Саха «Утро Якутии». Вместе с вами сегодня будем встречать начало новой рабочей недели, понедельник, 18 сентября на календаре. И в студии для вас в это утро работаем мы, Елизавета Глаголева и Павел Танин. Еще раз всем доброе утро. Чтобы день был максимально плодотворный и чтобы он прошел у вас, естественно, на позитиве, конечно, много интересного мы приготовили. И вот о чем сегодня поговорим. О проекте, реализуемый главой республики «Старт в космос», поговорим с нашими гостями из Амгинского лицея имени академика Киреевского. Кем сегодня мечтают также школьники стать, учащиеся начальных классов, и что нужно знать, если есть необходимость перевестись в другую школу. Вот также поговорим немного об овощах, а именно о картошке-гиганте, о которой мы говорили в одном из наших прошлых эфиров. Юнкоры Матинской средней школы сняли для нас материал и вот, собственно, расскажут, как же вот удалось эту картошку, мы обсуждали, здоровенную, вырастить, узнаем подробнее. Свекольная ботва. Не спешите ее выпраздновать, она может быть полезнее, чем сам корнеплод. Наша телезрительница поделилась рецептом, в составе которым это самая ботва. Ну и, конечно же, ждет вас недельный гороскоп, поэтому устраивайтесь поудобнее, начинайте свое утро вместе с нами. И традиционно начнем мы, конечно же, эфир с информацией о погоде. Сегодня, по данным Гидрометцентра, в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха остановилась на отметке от +1 до +3, в заречной группе от -2 до +2, в южных от -4 до 4 со знаком плюс, в Вилюйской группе от 1 до 2 градусов тепла. В Нижнеленских +1, в западных +1, +4, в Колымо-Индигирской группе улусов от -2 до +4. В Янских районах от -6 до -3, на северо-западе от -3 до +1. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. К концу дня он поменяет свое направление и будет дуть уже северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске сегодня максимум прогреется до +9 градусов. Ну и сегодня у нас достаточно такой яркий день. Сегодня много у нас праздников. К примеру, сегодня праздник День памяти погибших мотоциклов, День рождения Советской армии, День запаха пряности Глинтвейна и многих других. Давайте узнаем, какие же еще знаменательные даты нас ожидают. На календаре 18 сентября. Сегодня отмечают Всемирный день мониторинга воды, Международный день равной оплаты труда и Международный день электронной книги. По народному календарю день Захария и Елизаветы. Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошенько парились. По этому дню судили, какой будет зима. Смотрели на рябину, и если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной. А если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень. Этот день в истории. В 1934-м СССР вошел в состав Лиги наций. В 1938-м на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты. Днем черный день. Полоса затемнения захватила расстояние от Южного Ямала до реки Игарка шириной до 250 и длиной до 600 километров. 1941 год. В Красной армии введено понятие «гвардейская часть». В 1962 произошла катастрофа Ил-14 под Нижними Крестами в Якутии. В 1978 состоялась премьера фильма «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Латяну. Главные роли сыграли Галина Беляева, Олег Янковский и Кирилл Лавров. 2009 год. В Японии изобретен стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа. В этот день родились в 1938-м Ирина Морозова, советская и российская актриса театра и кино, певица, композитор, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации. В 1950-м Юрий Конопляников, советский и российский актер театра и кино, писатель. В
В 1957-м Карен Аванесян, советский и российский артист эстрады, юморист, пародист, актер, конферансье, заслуженный артист Российской Федерации. В 1971-м Анна Нетребко, российская оперная певица, народная артистка России. В 1988-м Мэрилин Киро, эстонская ведьма, ясновидящая, экстрасенс, модель, участница шоу «Битва экстрасенсов». Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, а также Раиса и Федор. С 2001 года каждое 4 воскресенье сентября предприниматели республики отмечают свой профессиональный праздник – День предпринимателя Республики Саха-Якутия. В преддверии праздника пройдет ряд мероприятий, включенных в программу Республиканского форума предпринимателей. Программа очень обширная. И, как нам известно, стартует она 20 сентября именно с форума семейных предприятий «Бизнес. Дело семейное», организатором и вдохновителем которого уже 3-й год является Торгово-промышленная палата республики. И сегодня у нас в гостях президент Торгово-промышленной палаты республики Марина Богословская и руководитель семейного предприятия столичной сети центров развития ребенка «Узнавайка», многодетная мама, член Торгово-промышленной палаты Анна Постникова. Марина Олеговна, Анна Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Марина Олеговна, первый вопрос мы сказали о проекте «Бизнес. Дело семейное». Можете о нем вообще рассказать, кто является участником, как вообще проходит это все? Да, с удовольствием расскажу об этом замечательном проекте, который реализуется Торгово-промышленной палатой Российской Федерации с 2018 года. Наша Якутская палата подключилась к этому проекту активно в 2021 году. То есть в 2021 году нас посетила такая чудесная мысль провести первый республиканский семейный форум, который предварял конкурс семейных предприятий. Мы это сделали в 2021 году совместно с Центром «Мой бизнес» и Министерством предпринимательства. По результатам конкурса мы выявили победителей, наградили их сертификатами целевыми для участия в федеральных мероприятиях именно семейного проекта. В результате в начале 2022 года, это было в январе месяце, как раз прям в рождественские праздники, делегация из 30 семейных предпринимателей Якутии сумела за счет этих сертификатов выехать в Москву и принять участие во Всероссийском семейном форуме с участием председателя правительства Михаила Мишустина, а также членов правительства российского. И глава республики Айсен Сергеевич Николаев тоже принял участие в этом форуме, выступил с докладом, а также пообщался с нашими семейными предпринимателями, что само по себе, конечно, дает большой стимул предпринимателям двигаться дальше. Анна Ивановна, вы активный участник семейного проекта, и также вы член в Торгово-промышленной палате. Расскажите, участие как в проекте палаты вам помогают? Да, членство в палате мне дало новый этап развития меня как предпринимателя. Марина Олеговна и вся команда Торгово-промышленной палаты нашей республики очень активные и позитивные люди. Рядом с ними охота двигаться, действовать, принимать участие в различных мероприятиях, форумах, выставках, ярмарках, даже спортивных соревнованиях. Наша компания вошла в проект семейной компании «Россия», а наши дети являются участниками проекта «Надежды бизнеса» под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. А там тоже проводится много мероприятий. Наша семья представляет республику на различных площадках в России. И также, как я уже сказала, да, очень много мероприятий. И нас приглашают 8-9 сентября по приглашению Торгово-промышленной палаты Хабаровского края. Я приняла участие в 5-м дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске, где рассказывала о положительном опыте работы Торгово-промышленной палаты Якутии по развитию семейных компаний нашей республики. Хочу также поделиться радостной новостью. В этом году наша компания стала победителями национальной премии «Золотой Меркурий» в специальной номинации «Устремленные в будущее». А этот Меркурий впервые за 20 лет он приехал
нашу республику, и мы этому очень рады и гордимся тем, что наша компания к этому имеет непосредственное отношение. Вот вы упомянули про то, что, так сказать, рассказали про вот проект, собственно, торгово-промышленной палате именно по семейным предприятиям. Вот, Марина Олеговна, к вам вопрос. Вы как раз недавно вернулись с площадки Восточного экономического форума, где вот тоже с докладом выступали. Он был очень высоко оценен. Вот тут как бы уже не только, наверное, про семейные практики, скажем так, речь шла. А о чем рассказать коллегам удалось? Может, какой-то опыт даже передать получилось? Ну да, это уже получается 3-й год в рамках Восточного экономического форума проходит заседание Ассоциации дальневосточных торгово-промышленных палат. У нас всего 10 субъектов на Дальнем Востоке. И вот уже, как я говорила, 3-й год президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Николаевич Катырин приезжает во Владивосток и вот встречается с нами. У каждого президента палаты есть время, да, для того, чтобы рассказать о том, чем он занимался вот в течение прошедшего года. И в этом году нам было о чем рассказать, потому что мы внутри палаты, у нас сейчас очень хороший сформировался актив. Наша палата за последний вот год с небольшим приросла уже 120 новыми организациями, то есть организация растет, она интересна бизнесу. И мы вот решили, что чем мы можем быть интересны и полезны предпринимателям. И вот какими-то интересными проектами, которые помогут развиваться предпринимателям не только в рамках своего бизнеса, но и искать новых партнеров, расширять свои горизонты. И вот у нас есть такой проект, как «Деловая Якутия», с которым мы выезжаем с бизнес-миссиями не куда-то за пределы республики, а мы ездим в свои улусы, общаемся с коллегами в районах, подписываем соглашения с главами улусов. Это в дальнейшем нам очень помогает выстраивать взаимоотношения и вот как бы прокачивать бизнес-климат в районах. Мгм. Анна Ивановна, что ваша же семья ожидает от предстоящего семейного форума? И какие планы идут далее у вас дальше будут? Ну, мы ожидаем новые знания по ведению бизнеса, потому что там будут приглашенные спикеры. Это всегда интересно. Ну, конечно же, общение, заряд положительных эмоций, общение с семейными компаниями. Всегда очень много там участников. И ожидания и планы на развитие. Мы будем развиваться, повышать качество своих услуг в наших детских садах. Да? И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех предпринимателей нашей республики с наступающим профессиональным праздником, пожелать им реализации всех своих намеченных планов. И приглашаю посетить форум, который вот у нас уже на днях состоится. Будет очень много интересных площадок, и обязательно окажет для себя что-то интересное там. И можно я еще 2 акцента? Я бы хотела вот рассказать, да, зрителям о том, что в этом году у нас есть большое достижение в плане развития семейного предпринимательства в республике. Нам при поддержке главы республики Айсена Сергеевича Николаева удалось принять закон, вносящий поправки о статусе семейного предприятия в закон о развитии предпринимательства в республике Саха-Якутия. И последнее слово о нашем форуме, который состоится, семейный форум, уже 3-й республиканский, он состоится 20 сентября в местности Артудайду традиционно. И поэтому мы всех ждем, приглашаем. Я думаю, все пройдет Да. замечательно. Но сейчас мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после которой продолжим наш эфир. Якутия, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Возведение Ленского моста в республике начнут после получения разрешения на строительство. Об этом рассказал глава региона Айсен Николаев. Решения о выдаче разрешения на строительство будут получены до конца года, сказал он. Стоимость 2-го этапа моста, куда входит строительство правобережной части и подходящих путей, оценивают в 122 миллиарда рублей. Идет разработка проекта 3-го этапа на левом берегу. По словам главы региона, его стоимость не превысит 8 миллиардов рублей. Таким образом, общая стоимость объекта через реку Лену составит 130 миллиардов. В течение 2 недель после инаугурации, которая пройдет 27 сентября, будет объявлен новый состав правительства. Об этом также сообщил вновь избранный руководитель региона Айсен Николаев. К середине октября новый состав правительства будет рассмотрен. Правительство будет изменено существенно. Состав, который работал со мной в первые 5 лет, многие задачи выполнил. Вместе с тем, новое время требует новых подходов, заявил глава. Напомним, за Айсена Николаева на выборах проголосовали 75,77% избирателей.
Завершается второй республиканский конкурс «Тепло рук» по пошиву специальной военизированной одежды в помощь участникам спецоперации. Первый конкурс был проведен в июле этого года в Татинском Улусе. Тогда приняли участие 11 команд из 5 районов. Организатором выступил добровольческий швейный цех женщин-матерей Якутии. Сейчас принимает участие 12 команд из 11 районов, всего 94 участника. Конкурс начался 1 сентября и завершится сегодня. Республиканский конкурс посвящен Году труда в регионе. Я лично возглавляю рабочую группу по снабжению наших участников специальной военной операции на Украине. И, конечно, мы очень, как говорится, благодарны этому движению. Лично Ирине Егоровне Савиной, которая является инициатором данного движения. Ну и в целом волонтерское движение в Якутии очень сильно. И сегодня, вот, во время специальной военной операции, когда, конечно, наши военнослужащие должны чувствовать надежный тыл, в этом плане я считаю, что Якутия старается максимально отрабатывать, в том числе таким путем. Глава Якутии осмотрел ход строительства кампуса школы 21, первой школы программирования от Сбера на Дальнем Востоке. Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в июне Айсен Николаев и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о взаимодействии в области информационных технологий. В школе 21 обучающиеся будут изучать цифровые технологии различных направлений и сфер. Это алгоритмы и графика, Unix, веб, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, биг-дата, искусственный интеллект и многое другое. Также пройдут в течение 3 месяцев стажировку в IT-компании. После этого трудоустроятся по своему направлению. На финишную прямую выходит подготовка к 8-му слету детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В слете планируется участие 20 муниципальных общеобразовательных учреждений республики. Слет пройдет с 20 по 22 сентября. Сейчас идет активная подготовка, сборка, разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, пулевая стрельба, гиревой спорт и строевая подготовка. Такие дисциплины ожидают юнармейцев. Напомним, движение первых по инициативе президента Владимира Путина создано во всех 89 регионах страны в июле прошлого года. В рамках слета запланированы такие мероприятия, как открытие мурала в рамках всероссийской патриотической акции «Граффити защитник». Будем увековечить нашего героя, гвардии старшего сержанта, героически погибшего в зоне специальной военной операции Данилова Василия Васильевича. А также будут проводиться мастер-классы для юнармейцев в рамках школы юнармейца и четвертый республиканский турнир для юнармейцев по гиревому спорту. Ну а мы в эфире «Утро Якутии». Смена образовательного учреждения – выход для тех, чьи дети некомфортно чувствуют себя в школе, опережают или отстают от образовательной программы, или не могут найти общий язык со сверстниками. И для тех, кто переезжает или просто хочет сделать ребенка умнее и счастливее, чем он есть в условиях своей школы. О том, когда можно перевести ребенка в другую школу и как влияет на зачисление успеваемость и другие причины, расскажет Вероника Тамтосова. Доброе утро, дорогие телезрители! И мы сегодня говорим о школе. Итак, как перевести ребенка в другую школу? Основания, которые установлены законом, это лишение лицензии образовательного учреждения, его закрытие, изменение статуса, что, допустим, обучающие не могут продолжить образовательный процесс в этом образовательном учреждении и так далее. То есть, понятно, что в этих случаях мы однозначно переводим ребенка. Что делать, если мы переехали или просто хотим сменить школу? В общем-то, процесс установлен следующим образом. Для начала нам нужно понимать, что образовательные учреждения у нас есть частные, есть муниципальные образовательные учреждения, есть образовательные учреждения, где есть изучение отдельных предметов углубленное. То есть нужно установить, какие требования для приема ребенка. Во-первых, первое требование – это, конечно, где вы проживаете. То есть, если вы не подходите к этой школе по району, которая закреплена за школой, вам нужно понять, есть ли места в школе, потому что приоритетное зачисление идет у граждан, детей, которые проживают именно в районе, к которому относится данное образовательное учреждение. Далее. Если речь идет о углубленном изучении отдельных предметов, вы хотите в какой-то класс, то нужно уточнить, потому что по положению школы возможен отбор в классе. То есть если есть математический, биологический,
биологический или иной класс, то, возможно, распределение установлено со сдачей каких-то тестов, заданий, подведение итогов успеваемости по этим предметам. Это нужно уточнить, чтобы не возникло проблем при переводе. Далее, если это какое-то частное заведение, да, то там, возможно, еще какой-то отбор. То есть настаивать на том, что без этого отбора принять ребенка, не представляется возможным, потому что по положению школы, например, у них идет входное тестирование, где нужно набрать определенное количество баллов. Все уточнили, нас берут, замечательно. Что мы делаем дальше? Мы помним, что в школе хранится информация об успеваемости ребенка, его табель, да, то есть по итогам окончания начального образования, да, то есть среднего образования. То есть все эти данные хранятся в школе. Далее у нас есть личное дело ребенка, да, и есть паспорт здоровья, так скажем, да, в котором фиксируется, какие прививки он получал в течение обучения. Все это хранится в школе. Мы пишем заявление на имя руководителя школы о том, что мы хотим отчислиться в связи с переводом. Потом забираем личное дело со всеми имеющими документами, проверяем, что все имеется, да, то есть что там фиксируется, какая успеваемость на данный момент. Если вы переводите в середине года, то нужно попросить, чтобы оценки тоже внесли. Сейчас, конечно, электронный журнал имеется, но для того, чтобы упростить задачу учителям, аттестовать, например, в середине четверти, в конце четверти ребенка, это тоже нужно иметь. То есть мы проверяем полностью личное дело. Нам его выдали, мы расписали, что мы его получили, идем в школу, в которую поступаем. Принесли личное дело, написали заявление о том, что просим принять ребенка, приложили личное дело, прям перечислили, что вы прикладываете. Для чего мы это делаем, что в последующем вам не сказали, что вот у вас, оказывается, нет, да, табеля, у вас там нет информации прививки. Если мы все это сдавали, мы зафиксировали заявление, что мы к этому приложили, уже вопросов к нам не будет. Уже школа будет уточнять у делопроизводителя, куда же это все потерялось. Далее просим выдать нам приказ о зачислении. То есть не только привели физически ребенка, да, но и попросили приказ, что мы точно переведены, их с какого времени. То есть с этого момента вы уже можете уточнять, а почему там у ребенка перевели 10-го, а на 20 число ни одной оценки нет. Должны же были зафиксировать, или там почему вы в группу не зачислили, да, по каким-то предметам, где идет групповое обучение. То есть это все избавит нас от дальнейших проблем и вопросов по аттестации ребенка. Так что де юра все довольно просто, но по факту бывают, конечно, сложности. Если речь идет о переезде, смене адреса, то и вы по адресу переводите в другую школу, то вам не могут отказать, потому что вы стоите в приоритете, да, то есть ребенок переехал, он имеет право именно пойти в ту школу, к которой относится, да. Также вы приносите адресную справку, говорите, что нет, мы вот прям настаиваем на приеме, потому что нам близко, удобно, а с учетом климатических особенностей школы располагаются в более-менее шаговой доступности, да, то есть это тоже нужно учитывать. Поэтому желаем вам хорошего начала учебного года, отличной учебы детишкам, ну и хорошего настроения. Мы продолжим школьную тему. За наших детей, родителей, мы, конечно, родители, да, всегда переживаем, хотим, чтобы ребенок рос человеком с хорошими нравами и, самое, наверное, главное, выбрал свое дело по душе. И вот интересно, о каких профессиях мечтает новое поколение? Вот на этот вопрос ответили учащиеся 3-го А-класса школы номер 17 в Якутске. Я хочу стать инженером. Потому что без этой работы, хотя она сегодня не такая модная, но очень полезная. Моя будущая профессия – это ветеринар, потому что я люблю очень сильно животных и хочу им помогать. Я в будущем хочу стать программистом и создавать игры. Буду создавать платные и бесплатные. Но у меня будут больше бесплатных игр, чем платных. Я хочу стать доктором, потому что я думаю, что это самая хорошая профессия, чтобы всех лечить, чтобы все выздоравливали и стали здоровыми и хорошими людьми. Моя будущая профессия – это футболист, потому что я занимаюсь футболом, а мой папа занимался боксом. Так что я хочу стать тоже спортсменом. Из-за этого я теперь хочу стать футболистом. А чем занимается инженер? Не строительством. Он сначала инженер придумывает, потом проектирует и потом тестит. А где надо учиться на доктора? Там, где все будущие докторы учатся.
когда я вижу котенка бездомного, мне его жалко так. Я хочу взять его домой, но мама разрешает его только кормом кормить. Но для этого, чтобы стать ветеринаром, нужно проходить школу и быть уже в универе, и стать взрослым, и получить работу. Надо уметь пользоваться техникой, надо еще пойти немного обучения, дабы образование было к технике хорошо. И потом хорошо, там думать, что ты хочешь сделать. Они какими должны быть? Хороший футболист. Ловкими, быстрыми, худыми. Я хочу создать то лекарство, которое всех вылечит. Уже люди во все играли, Counter-Strike и Майнкрафт. Это им уже надоело. Ну, может, кому-то еще нравится. Я хочу создавать новый контент и геймплей. Чтобы это сделать, надо учиться и работать хорошо, чтобы людям было очень хорошо, и они выздоравливали. Мне мама не разрешает заводить животных, потому что у нее аллергия на них. Я могу только завести хомяка, либо кролика. А я мечтаю о котенке белом, кудрявом, потому что они милые, и его лечить. А ты как ты думаешь, ты хорошо играешь в футбол? Не знаю. А кто знает? Никто. Мой характер. Но после увиденного так хочется вернуться в детство, сесть за школьную парту. Поменять профессию. Уже там. Но, к сожалению, только благодаря личным воспоминаниям и глядя на старые фото, мы погружаемся в беззаботное детство. А представьте, если бы эти фотографии оживали. Не поверите, но сейчас это реально. Жительница Новосибирска Анастасия Шейкнехт делает необычные сувениры ноутбуки. Она воссоздает миниатюрные копии комнат из известных произведений. И не только. Зал на тракторке. Надо же такое придумать. Жительница Новосибирска Анастасия Шейкнехт изготавливает необычные сувениры – ноутбуки. Это миниатюрные копии комнат из известных произведений. Среди ее работ – залы из книг про Гарри Поттера, миниатюры из мультфильма «Шрек», вагон поезда мультипликационного фильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Я работала на заводе 2 года. Чертежи чертила. Но пора было уходить оттуда. И я особо-то ничем не хотела заниматься, сидела дома, и вот хобби у меня это было. И муж сказал: давай-ка снимай хотя бы, чтобы ты тут не погибала на диване. И оно так быстро всем понравилось в интернете, что я это не прекращала. Анастасия начала увлекаться созданием ноутбуков несколько лет назад. Тогда девушка работала на заводе и занималась изготовлением миниатюр только для себя, в качестве хобби, самостоятельно обучаясь и ища подручные материалы. Первые ноутбуки девушка дарила родственникам и друзьям, которые отмечали ее талант. Я подарила папе на день рождения первую работу. Он сначала не понял, что это вообще такое. Я говорю: это на книжную полку поставь, вот камин будет у тебя стоять. Он скидывал фотографии родственникам, друзьям, и все говорили: а где это вы еще одну комнату построили? Думали, что она настоящая. Потом я сделала маме на день рождения, по тому же пути пошла. И то же самое, восторг у всех, все радуются, но я зарядилась позитивом, начала делать их больше. Кружечку поставим в честь дня рождения. Все приклею и отправлять буду. Супруг девушки посоветовал ей попробовать выкладывать работы в интернет, чтобы показать свое творчество большему количеству людей. Вскоре миниатюры Анастасии привлекли внимание зрителей в различных социальных сетях. Так мастерица начала изготавливать ноутбуки на заказ. Я делала около месяца первую работу. Не знала, как, из чего, и поэтому мороженое много ела, чтобы палочек накопить себе. Оказалось, что это очень просто и очень интересно, поэтому
Ну и решил, что будет мое увлечение. Сложности возникают, когда мне скидывают фотографии старых комнат, а это может быть одна фотография какая-нибудь, на которой ничего не видно. И приходится восстанавливать. Мне заказчик рисует сверху вид, как мебель расположена, ищет что-то в интернете, недостающую мебель. И вот самое страшное, если на фотографии я видела паркет елочка. Потому что придется мне вот так лепить это все. Популярность и большое число заказов Анастасия обрела благодаря видео со своими работами в различных социальных сетях. Среди ее заказчиков солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Мастерица также поделилась, что очередь из заказов на ее работы расписана до февраля. Нередко люди просят Анастасию воссоздать комнаты, с которыми связаны личные воспоминания. Вот эти эмоции люди получают, это в подарок дарят. И вот эта ностальгия, они держат в руках вот эту комнату, это как 3D-фотография получается, и у всех слезы наворачиваются. В ближайшем будущем девушка планирует воссоздать комнаты из списка 250 лучших фильмов всех времен. Например, тюремные камеры из «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили», автобусную остановку из «Форест Гампа» и помещение из других картин. Анастасия также хочет завести канал и развивать его. А на прошлой неделе в Москве на образовательной программе в Центре подготовки космонавтов побывали победители и призеры Олимпиады «Старт в космос». Ребята уже в Якутске, и сегодня один из них, Сергей Шестаков, вместе с руководителем группы, учителем математики Амгинского лицея Марией Захаровой, гости нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мария Павловна, ну вопрос первый, да, к вам все-таки. Для начала расскажите вообще о проекте «Старт в космос». Как он вообще реализуется? Знаем, что с 2018 года он уже непрерывно идет. Ну, вообще, что это такое, для чего? Ну, проект «Старт в космос» реализуется с 2018 года Амгинским лицеем имени академика Керенского. Руководителем нашего проекта является Демиденко Сарглана Егоровна. Она наша землячка, наша ученица. Она руководитель секции Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики имени Циолковского. Цель проекта – это профориентация якутских школьников на авиакосмические специальности. За эти 5 лет в нашем проекте приняло участие более 1400 учащихся из разных районов и городов республики. В рамках проекта мы каждый год проводим республиканскую олимпиаду, и вот победители и призеры олимпиады выезжают на такие образовательные поездки, во-первых, на космодром Восточный в Амурской области и в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов в Московской области. И вот как раз в субботу мы прилетели из Москвы, были на образовательной программе в Звездном городке в течение 4 дней. Эти 4 дня пролетели как один миг, было очень интересно, увлекательно, познавательно. А сколько всего ребят в Москву вот сейчас съездило? Ездило с нами 11 ребят из 4 районов и города Якутска. Все они вот победители и призеры этого года. Сергей, расскажи о поездке, как ты съездил, Звездный городок, какие занятия у вас были и какие вы впечатления? Начну, наверное, с того, что вся эта программа поездки была очень увлекательной, интересной и незабываемой для всех нас. Началось все с экскурсии в Доме космонавтики, отечественной космонавтики, в которой нам провели очень интересную экскурсию, рассказали об интересных фактах. После мы побывали в орбитальном комплексе «Мир». То есть, получается, вот космическая станция «Мир», вы ее, Да. грубо говоря, посетили. А с самими космонавтами встречались ли, может быть, какие-то встречи, беседы? Последний день, да, смогли встретиться с Василием Васильевичем Цыблиевым, героем Российской Федерации. И мы смогли задать им множество вопросов, интересующих нас, а он, собственно говоря, и ответил. Но в целом, помимо этого, несколько дней, да, там находились, может быть, какие-то, ну, если мы говорим про Центр подготовки космонавтов, может быть, помимо экскурсий, встреч с космонавтами, там, посещения станции «Мир», да, может быть, какие-то условно испытания космонавтов проходили, что-то такое? Ну, да, проходили практические занятия на тренажерах, перчаточный бокс, в котором мы проверяли на себе
как чувствуют себя космонавты при работе в открытом космосе. Оказалось намного тяжелее, чем мы думали. Стыковка. Стыковка космического корабля к станции МКС. Наверное, самая любимая моя часть всей этой поездки. Это было очень интересно. Они смогли сами состыковать корабль с Международной космической станцией. Получается, как они правильно называют, ну, шаттл, да, который, собственно, доставляет космонавтов, доставляют грузы на Международную космическую станцию. Вот. Ну, а вообще, говоря про Олимпиаду, да, «Старт в космос», то есть ты как участник этой Олимпиады, можешь про нее рассказать, что она внутри себя представляет? Ну, там несколько предметов включают в саму Олимпиаду: математика, английский и физика. И тест по истории авиации и космонавтики. А с этого года мы еще хотим добавить физкультуру и инженерные соревнования. Ну, в принципе, логично. Если Ну да. говорим про «Старт в космос», эти предметы там достаточно А еще у нас это занятия в звездном городке у нас были до обеда, а после обеда у нас была отдельная программа. Например, мы выезжали в демоцентр оборонно-промышленного концерна «Алмаз-Антей», были на экскурсии в Центре космонавтики и авиации на ВДНХ. И еще очень интересная программа у нас была в течение 3 часов в летном клубе «Авиатор». И вот что было в летном клубе «Авиатор»? Мы смогли поучаствовать в симуляторе пилотирования самолета. Мы взлетели успешно, полетали в воздухе и успешно приземлились на взлетную полосу, Ну, не на поле. Ощущения, какие вы испытывали? Я же не думаю, что просто было спокойно, так вы... Очень волнительно, хотелось показать всего себя, как это интересно. Смогу ли я справиться, в принципе, со всем этим? А на каком самолете, ну, симулятор, все равно, что, мне кажется, выбирается, собственно, модель и... Як-42, как нам Як-42. сказали. Отлично. Ну, вот, Сергей, ты как раз сейчас в выпускной класс переходишь, перешел уже, да? Уже решил для себя, может быть, сейчас тоже на основе этой поездки, уже решил для себя, с чем будешь дальнейшую жизнь свою связывать? Вообще я хочу стать пилотом и поступить в вуз гражданской авиации. То есть Поэтому именно, эта поездка была для меня очень познавательной и интересной. А с космосом не планируешь связать себя? Пока что нет. А может быть, есть какие-нибудь у тебя сейчас хобби, которые перерастают потом в профессию? Перерастут? Я участвую в клубе юнармии. Наверное, это чем-то помогает. Ну вот, Мария Павловна, вопрос такой, да, как часто вообще такие поездки организуются? То есть сколько, может быть, за какие-то вот последние годы, можно сказать, суммарно, сколько ребятишек посетили вот тот же звездный городок, космодром Восточный? Ну, у нас было организовано 2 поездки на космодром Восточный. Это, ну, около 30 ребят, наверное. И 2 поездки вот в звездный городок, в Центр подготовки космонавтов. Здесь тоже участвовало более 20 детей из республики. То есть за сколько лет получается? Ну, за 5 лет. За 5 лет фактически 60, если да, я в цифрах не ошибся, 60 ребят посетили ну, вот эти да, объекты. около. Вот Сережа еще ездил на космодром Восточный тоже. В первый раз, когда он участвовал, стал победителем тоже Олимпиады и выезжал на космодром Восточный. Ну, Мария Павловна, спасибо вам за информацию эту. Ну, желаем как бы дальнейших успехов вообще вот движению этому всему, потому что, ну, космос — это все-таки, как говорится, космос — последний рубеж, и там много интересного, неизведанного, возможно, вот наши земляки в будущем будут, собственно, эти неизведанности открывать. Сергей, тебе успехов, конечно, вот то, что ты выбрал в себе уже профессию, с которой хочешь связать, дай бог все получится, и будешь потом, а может потом и в космос перелетишь из пилота. Ну, Сергея очень похвалили, сказали, вот на занятии по стыковке, сказали, этого парня берегите, будущий космонавт. Ну, это прекрасно. Да. Спасибо И вам вообще всех большое. наших детей очень даже похвалили. Якутия — кладезь будущих космонавтов. Я всегда так думал. Вот. Спасибо вам. Ну а мы двигаемся дальше. Далее как раз поговорили про космос, поговорим и про звезды, а точнее о том, что на неделю они нам пророчат. Гороскоп далее.
Овен. Наступающая неделя в целом будет спокойной и благополучной, но излишне тоже расслабляться не стоит. Окружающие будут поддерживать вас, друзья составят компанию в делах. Только делайте что-нибудь, а не лежите на диване. В пятницу погружение в работу станет отличным рецептом от плохого настроения не только для вас, но также и для тех, кого вы сможете уговорить к вам присоединиться. Телец. Всю неделю вы, похоже, будете улаживать возникшие проблемы на работе, однако прежде чем решительно действовать, стоит все тщательно обдумать. В начале недели вам придется несколько раз объяснить окружающим, чего вы от них хотите. Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям помогут добиться желаемого. Близнецы. На этой неделе стоит действовать решительно, воплощая в жизнь свои планы и замыслы. Но при этом желательно заручиться поддержкой коллег и начальства. В середине недели не принимайте всерьез сплетен и слухов, так как преподносимая информация будет слишком искажена. В четверг вы проявите себя с лучшей стороны в важном деле, а в пятницу вам могут понадобиться такие качества, как дисциплинированность и пунктуальность. Тогда вы успешно справитесь со многими сложными задачами. Рак. В понедельник вам могут предложить на первый взгляд перспективное дело, в которое необходимо вложить определенные ресурсы. Но не спешите принимать это предложение. Стоит все продумать и посоветоваться со специалистами. Начиная со вторника ситуация изменится и позволит совершить рывок в карьере. В выходные дни вы быстро решите все бытовые вопросы. Лев. Похоже, сейчас не время наступать. Возможно, даже придется оставить ранее завоеванные позиции. Относитесь к этому проще. Постарайтесь не хвастаться еще не доведенными до конца делами. Не следует бороться за лидерство на работе. Чем больше коллегиальности, тем более успешны будут ваши действия. Постарайтесь помогать просящим о помощи по мере сил и возможностей. Потрудитесь проявить понимание. Дева. На этой неделе разумно не взваливать весь груз забот на себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким. Понедельник может оказаться днем, когда воплощаются желания и замыслы. Успех в деловой сфере будет зависеть от умения договориться и использовать свои связи и знакомства. Четверг – благоприятный день для поездок и путешествий, а в пятницу можно устроить встречу с друзьями. Весы. На этой неделе вас всюду будет сопровождать легкий налет таинственности. Что бы с вами ни происходило, окружающие будут склонны удивляться этим событиям, даже если вас самого они совершенно не взволнуют. В понедельник и среду вы сможете решить многие задачи с поистине волшебной легкостью. В пятницу вас могут искушать новизной. В этот день хорошо быть в дороге. Он благоприятен для начала поездок и путешествий. Скорпион. Наступает благоприятный период для планирования и обдумывания будущих дел. Причем это будут весьма интересные и творческие проекты. На работе, скорее всего, придется активно действовать и добиваться своих целей. Окружающие люди будут настроены к вам по-доброму и поддержат многие ваши идеи. Если в субботу вам захочется уединения, постарайтесь отгородиться от активных дел и провести этот день в прогулках на свежем воздухе с любимым человеком. Стрелец. На этой неделе проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях, так как от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий в профессиональной сфере и семейной жизни. Границы вашего влияния могут расшириться, но свои амбиции следует держать в узде. Появится шанс освоить новую специальность, удачно осуществятся дальние поездки и командировки. Возможно, переезды, смена обстановки или начало ремонта. Козерог. На этой неделе вас может поразить обилие новых мыслей, идей и планов, которые появятся вокруг вас. Некоторые из них могут показаться вам бредовыми. Немалую роль в появлении этих идей могут сыграть ваши друзья, заразив вас своим примером, причем сами они быстренько уйдут в тень. Если вас ничего не смущает, смело двигайтесь вперед, и именно сейчас вам удастся одним рывком преодолеть многие препятствия, стоящие на вашем пути. Водолей. На этой неделе вам придется выбирать, решать проблемы с напряжением сил или прекратить попытки и переждать, пока сложности не закончатся сами собой. Вам будет необходимо почувствовать свою независимость. Постарайтесь в дискуссиях не упорствовать, настаивая на своей точке зрения. Важно слышать высказывания ваших оппонентов. В начале недели можете смело рассчитывать на помощь и поддержку близких. Рыбы. Эта неделя может подарить вам просто лавину разнообразных возможностей для устройства личной жизни и активного отдыха. Понедельник – удачный день для обработки информации и творческих командировок. Во вторник и среду, чем меньше вы будете думать о собственной выгоде, тем более удачным окажутся результаты. Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА пресекли в Раменском районе Московской области. Об этом сообщил мэр столицы страны Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами ПВО в Раменском районе. Разрушений пострадавших после падения обломков предварительно также нет, сказал он. Кроме того, в столичных аэропортах задерживаются рейсы на вылет и прилет. Польша, въезд в которую легковых автомобилей с российскими номерами запрещен с полуночи, стала последней граничащей с Россией страной Евросоюза, принявшей такие меры. О запрете въезда автомобилей с российскими номерами объявили также страны Балтии и Финляндия. Европейская комиссия ранее опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами. Однако речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС. Введение ограничительных мер из-за роста заболеваемости ковидом в России, в том числе масочного режима, не планируется. При этом в отдельных учреждениях могут быть введены локальные ограничения, сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что с наступлением осеннего периода традиционно наблюдается рост заболеваний ОРВИ, гриппа и ковид. Также в ведомстве уточнили, что действенной мерой для профилактики заболеваний остается использование антисептиков для рук. Республиканский турнир по русским шашкам памяти президента Федерации шашек Якутии Александра Романова провели в Якутске. Участие приняли примерно 130 шашистов. Это спортсмены с квалификацией не ниже 2-го спортивного разряда. Игры шли по швейцарской системе в 9 туров. В каждом туре по 2 партии. Победители определили по наибольшему количеству набранных очков. Всего их 7. Это лучшие среди женщин, мужчин. Также 2 чемпиона среди ветеранов, детей и абсолютный победитель. Общий призовой фонд 360 тысяч рублей. Также для абсолютного чемпиона подготовлен специальный приз от имени семьи Романовых. Это 50 тысяч рублей. Раньше абсолютному чемпиону всегда был такой приз. В этом году 50 тысяч рублей. Считаем, что это очень хорошо. И первым чемпионом был Гаврил Колесов. В этом году очень хочу, чтобы чемпионом была девушка. В прошлом году был мальчик Айсен Егоров. Я была очень рада. Он победил, было очень много гроссмейстеров, и он был чемпионом. Тим-лидеры начали подготовку к международным спортивным играм «Дети Азии». В Малой академии наук торжественно открыли Академию тим-лидеров волонтерского корпуса. Отмечается, что в рамках Академии тим-лидеры пройдут 3-дневный образовательный курс. Для них проведут тренинги по командообразованию, мотивации, лидерству. Кроме того, планируют лекции об играх «Дети Азии», волонтерском движении, правилах этикета делового общения, особенности культуры и традиций стран, культурные и спортивные мероприятия. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Доброе утро! Вчера в Якутии установили рекорд по приготовлению картофеля на самой большой сковородке, сообщает телеграм-канал Хангаласский. В селе Булгунюхтах. Да, Хангаласского района прошел фестиваль «Картошки Фест». Местные жители установили рекорд по массовому участию в приготовлении жареного картофеля на самой большой сковородке. Да, вот, видим, сколько там было картошки жареной, вкусненько. Да. Прям аж кушать захотелось. Сейчас, да, картошечки. Да. Но говоря про картошку, продолжим. В прошлую пятницу мы рассказывали вам о солидном картофеле. То есть всем картофелем картофель, как говорится. Его вырастили жители села Матта, Мегино-Кангалатского улуса. Картофель размером 24 сантиметра в высоту, 13 в ширину. То есть примерно, чтобы вы понимали, еще раз, я вернусь в пятницу, вдруг в пятницу кто-то нас не смотрел. Примерно это моя голова. Вот, плюс-минус. Вот, собственно, весит это удовольствие аж 2 килограмма, то есть можем представить, да. Накормить можно всю армию. Накормить можно всю, да, все можно этот. И вот, кстати говоря, увидев наш пятничный эфир, получается, школьники Матинской средней школы отправили нам целый видеосюжет об этом. А вот и наша картошка. Вау, она такая большая, что я еле удерживаю ее в своих руках. Картофель-гигант.
Так прозвали находку Емельяны ее одноклассники. Овощи правда заслуживают такого статуса. 24 сантиметра в высоту и 13 в ширину. А весит картошка целых 2 килограмма. Девочка выращивала корнеплод все лето, помогала бабушке. Летом я помогала бабушке поливать картошку, и поэтому такая большая картошка выросла. Со своими результатами Емельяна поспешила поделиться с одноклассниками. На ежегодной ярмарке «Золотая осень» Баттинская школа делает упор на агронаправление, поэтому ученикам было что показать. В номинации «Самый большой овощ» картошка Емельяны заняла 3-е место, уступив лидерство огромной свекле и помидору. Я была очень рада, когда я получила 3-е место. В следующем году я выращу картошку еще больше. Овощей-гигантов в нашем селе Матте много. Но вот картошка-гигант 2-килограммовая в нашей школе, вот сельской ярмарке, в истории школы впервые представлена. И мы очень рады, гордимся нашими учениками. И еще раз, вот школьная осенняя ярмарка доказывает, что именно традиция, знания ученика, которые получают в нашей школе, в дальнейшем помогает в их жизни. И что можно сказать? На следующий год мы пробьем рекорд этого года. Кабачки, морковь, капуста, перцы. Ярмарка ломилась от изобилия овощей. Все можно было попробовать на месте. Кстати, плоды своих трудов и стараний школьники передали учителям-ветеранам. Каждый класс подготовил в подарок свою овощную корзину. А вот что делать с картошкой-гигантом, Емельяна пока не решила. Судьба овоща решится в ближайшие дни. Возможно, картофель отправят на жарку или варку. Интересно, на сколько порций хватит одной такой картошки? Узнаете об этом в наших следующих материалах. Сыроватская Нария, Айталина Бурнашова, Матта, Мегина Кангалаский улус. Ну а если вы, наши дорогие телезрители, тоже хотите делиться с нами интересными новостями, можете отправлять их на нашу почту. Почта дублируется у нас на экране. И от юнкоров Матинской средней школы мы ждем новых интересных материалов. Когда в начале лета на рынке появляется молодая свекла, опытные кулинары начинают настоящую охоту за ее ботвой. Потому что знают, что блюда свекольной ботвы получаются вкусными, яркими и необычными. Не спешите ее выбрасывать. Она не менее полезна, чем сам корнеплод. С одними полезными и вкусными рецептами с нами щедро поделилась наша телезрительница, огородница Александра Данилова, в гостях у которой на днях побывала Юлия Михайлова. Дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях на даче у уважаемой Александры Егоровны Даниловой. Это великая труженица, она более 40 лет занимается огородничеством. И вот сегодня все, что на столе, это приготовлено ее руками и из ее урожая. Александра Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы приготовили сегодня? Я сегодня приготовила кабачки фаршированные и из ботвы свеклы котлеты. Два вида. Ну, сейчас очень модно такие блюда. В этом году особенно кабачки модно стало. А свеклу я научилась у рубальской поэтессы. Она там в 2012 году в Москве первый год она сделала. И так и научилась, и сделала. И постоянно я делаю, каждый год. Вот интересно, ваши котлеты из ботвы свекольной, да. Что нужно добавить? Вот расскажите прям в 2 словах, как это сделать. Чтобы из ботвы свеклы сделать котлеты, надо ботвы резать на мелкие куски, потом там добавить 3 яйца, соль и немножко перчика черного. Ну, кто любит. Мы любим перец черный, так что без перца не можем. Так что я всегда добавляю перец. И все. Ее делаешь, муку добавляешь. Там не надо ничего добавлять. Ни молоко, ничего. Только на 3 яйца. Муку на глаз, чтобы не такой крутой, а такой не жиденький, а такой средненький. И
стряпаю, как оладьи. Сделала это оладюшки, и между этими мы положили сливки. Купила сливки, и они у меня как котлеты стали. Можно, да, попробовать? Можно попробовать, Вот, да. маленькая. Ой, смотрите, она такая пышненькая. Да. Вот это вот и оладушка. между ними сливки. Ага, и между ними сливки. То есть, как бы, получается, две оладушки соединили и вот со сливочками. Ну, Сейчас мы... Да. Ее можно как котлеты, ее можно как оладьи. Люди говорят, что котлеты. Они как Слушайте, мясо, на мясо похожи. они похожи, как будто это мясные котлеты. Да. Это очень странно. Да. Здесь нет мяса? Нету мяса. Ничего Ничего себе. нету, кроме С ума ботвы. сойти. Кроме ботвы свекольной ничего нет, да? Да, да. Вот это да. Слушайте, а почему многие люди выбрасывают эту ботву? Да, не надо выбрасывать. Не надо выбрасывать. Это диабетикам очень хорошо. Следующее блюдо, нынче очень модно в этом году, блинчики из кабачков. Там только опять 3 яйца, 250, может 300, молоко, там ингредиенты, там соль и немножко, пол чайной ложки соды. Вот примешиваешь и немножко добавляешь муку. И опять же, как оладюшки. Вообще классно, посмотрите, Да. вот она такая пористая, она такая толстенькая оладушка, и опять-таки тоже со сливками, да? Да, тоже Сливки со это наши, якутские. Да. Вот. Да. И я думаю, что у меня нет сомнений, что это очень вкусно и классно. К концу мы с вами прощаемся, завтра вновь увидимся.